Президент Республики Азербайджан Алиев Ильхам Гейдароглу. Президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич. Не туда ставь. Не так все. Президент Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич. Ноября. Президент Республики Туркменистан Бердымухамедов Сердар Гурбангулыевич.
Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Мирамонович. Главы делегации единогласно приняли решение о председательстве в Содружестве в 2024 году, которое перейдет к Российской Федерации, а сопредседательство будет осуществляться Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Также было принято решение о проведении очередного заседания Совета глав государств 8 октября 2024 года в городе Москве. Уважаемые председательствующие, уважаемые участники заседания, ровно год назад на заседании Совета глав государств СНГ в Астане по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева было принято решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Это решение подписали главы 8 государств-участников СНГ. Указанным решением была утверждена концепция создания данной международной структуры. На основе положений концепции Исполнительный комитет СНГ совместно с правительствами стран Содружества организовал разработку проектов учредительных документов создаваемой международной организации. В течение нынешнего года были проведены 6 заседаний экспертных групп, в ходе которых разработаны и согласованы проекты договора об учреждении Международной организации по русскому языку, а также ее устава, как неотъемлемой части договора. Исходя из проекта договора, организация является международной, межправительственной организацией, обладающей международной правосубъектностью и не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли. В качестве главных целей организации определены развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами, укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения. Деятельность организации нацелена на содействие развитию сотрудничества по вопросам использования русского языка, в том числе в доступе к мировым базам знаний в области культуры, литературы и истории, на упрочение статуса русского языка как официального и рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур. Уважаемые коллеги, организация будет решать многогранные задачи, среди них поддержка качественного образования на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии. Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями и общественными объединениями стран. Благодаря деятельности организации укрепится, мы надеемся, материально-техническая база образовательного процесса научных исследований и технологических разработок в области русского языка. Организация также будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений классиков и современных авторов на русский язык и обратно с русского языка на языки народов других стран. Важным направлением станет организация обмена опытом по проведению экспертизы учебников и учебных пособий по учебным предметам русский язык и русская литература, а также учреждение конкурсов на соискание грантов на реализацию творческих проектов по данной тематике. Под эгидой организации будут проводиться международные научные конференции, книжные выставки,
демонстрации кинофильмов, диктанты по русскому языку, другие мероприятия. Высшим органом организации станет министерская конференция, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств государств. Постоянно действующим рабочим органом организации будет секретариат, возглавляемый генеральным секретарем. До формирования секретариата организации функции рабочего органа будет временно исполнять Министерство иностранных дел Российской Федерации. Местом пребывания секретариата этой международной организации предлагается определить российский город Сочи. Финансирование организации предполагается осуществлять государством в соответствии с тем порядком, который будет выработан Министерской конференцией по согласованию с правительством государств. Организация будет открыта для присоединения других государств и международных организаций. Заинтересованные в сотрудничестве государства и международные организации также могут получить статус наблюдателя при данной организации. Представляется глубоко символичным, что подписание главами государств договора об учреждении международной организации по русскому языку произойдет в рамках проводимого в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения. Деятельность новой организации, мы надеемся, будет способствовать дальнейшему сближению и взаимному обогащению самобытных культур народов СНГ, укреплению отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между нашими странами и за пределами СНГ. Уважаемые главы делегации, прошу вас подписать согласованный текст договора об учреждении международной организации по русскому языку. Спасибо за внимание. Уважаемые главы делегаций, уважаемые участники заседания, позвольте еще раз поприветствовать вас, теперь уже в расширенном формате заседания Совета глав государств СНГ. Мы с вами до этого в узком формате обменялись мнениями о взаимодействии в рамках Содружества независимых государств, о планах и перспективах дальнейшего укрепления потенциала Содружества. Продолжаем заседание Совета глав государств Содружества независимых государств в расширенном формате. Вначале позвольте от имени присутствующих выразить слова признательности генеральному секретарю СНГ, уважаемому Сергею Николаевичу Лебедеву и в его лице всему исполнительному комитету за качественную подготовку и организацию заседания. Уважаемые члены Совета, уважаемые участники заседания, сегодня мы проводим первое заседание Совета глав государств Содружества независимых государств в рамках председательства Кыргызской Республики в текущем году. Пользуясь случаем, в первую очередь хочу поблагодарить сопредседателей Республики Казахстан и Российскую Федерацию за плодотворную работу и поддержку в период председательства Кыргызской Республики в органах СНГ. С 1 января 2023 года со стартом председательства Кыргызской Республики в СНГ Содружество приобрело новые качества в лице генерального секретаря СНГ, что имеет значение в повышении статусности должности руководителя исполнительного органа Содружества, который мы договорились в узком формате актуализировать принятием протокола о внесении изменений в положение об исполнительном комитете СНГ и внесением изменений в решение органов СНГ. В рамках своего председательства Кыргызская Республика ставила задачу внести вклад в повышение эффективности деятельности организации, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества и активному вовлечению государств-участников в процесс принятия и реализации решений. Благодаря совместной работе для решения стратегических задач в области экономики в июне этого года на Совете глав правительств СНГ в Сочи подписано соглашение о свободной торговле услугами, учреждении деятельности и осуществлении инвестиций. Хочу поблагодарить стороны экспертов и исполнительный комитет за проделанную работу в этом направлении. Считаю это соглашение очень важным, и нам приятно, что это случилось в период нашего председательства. Искренне благодарю вас за поддержку наших инициатив
и активное участие в мероприятиях в рамках председательства Кыргызстана. Уважаемые участники заседания, только что состоялось заседание Совета глав государств в узком формате, в ходе которого принято решение, что с 1 января 2024 года председательство в Содружестве независимых государств переходит к Российской Федерации. Уважаемые главы государств, уважаемый Сергей Николаевич, спасибо всем за конструктивные предложения и продуктивный обмен мнениями. Хотел бы отметить, что с 1 января 2023 года со стартом председательства Кыргызской Республики в СНГ Содружество приобрело новые качества в лице генерального секретаря СНГ, что имеет значение в повышении статусности должности руководителя исполнительного органа Содружества, который мы должны актуализировать принятием протокола о внесении изменений в положение об исполнительном комитете СНГ и внесением изменений в решение органов СНГ. В рамках своего председательства Кыргызская республика ставила задачу внести вклад в повышение эффективности деятельности организации, углубление интеграционных процессов на пространстве Содружества и активному вовлечению государств-участников в процесс принятия и реализации решений. Так, благодаря совместной работе для решения стратегических задач в области экономики в июне этого года на Совете глав правительств СНГ в Сочи подписано соглашение о свободной торговле услугами, учреждений деятельности и осуществлении инвестиций. Процедура его согласования была очень длительной. Как только его ратифицируем, бизнесу всех стран СНГ будет легче перемещаться и работать. Бизнес-партнерам откроется дорога во все страны Содружества. Там они смогут оказывать услуги и инвестировать в перспективные проекты. Считаю это соглашение очень важным, и нам приятно, что это случилось в период нашего председательства. Хотелось бы отметить, что все органы отраслевого и межотраслевого сотрудничества ведут целенаправленную разработку совместных программ, проектов по развитию энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, образования, здравоохранения, социальной защиты, экологии, культуры, в банковском деле и других областях. Работа в отраслевых органах СНГ охватывает все сферы жизнедеятельности. Уважаемые коллеги, искренне благодарю вас за поддержку инициатив Кыргызстана в рамках председательства и активное участие в мероприятиях по реализации экологических и природоохранных приоритетов. Для решения обозначенных задач Кыргызская республика работает в тесном взаимодействии с государствами-участниками СНГ, исполкомом СНГ и другими органами Содружества. В рамках реализации природоохранных направлений продолжали активный диалог с международными институтами в целях реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий, повышения удельного веса зеленой экономики. Состоялся ряд форумов, круглых столов и панельных дискуссий, на которых были обсуждены актуальные темы экологической повестки. Советом глав правительств СНГ в Сочи принято соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки и решение о плане мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве глав государств-участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года на период до 2030 года. В рамках реализации приоритетов программы председательства в СНГ Кыргызская республика предпринимала активные меры по смягчению последствий изменения климата и обеспечения климатической устойчивости. Среди реализуемых инициатив национальная кампания «Жашыл Мурас»
«Зеленое наследие», направленное на продвижение вопросов защиты природных экосистем через увеличение зеленых насаждений, произвели высадку 8 миллионов деревьев и кустарников по всему Кыргызстану. Мы проводим большую работу и поставили амбициозные планы в этом направлении. Учитывая то, что на территории Кыргызской Республики формируется около 40% водных ресурсов региона, мы понимаем нашу высокую ответственность в вопросе водообеспечения региона. В данном контексте, с учетом негативного климатического влияния на зону формирования водных ресурсов, а также изношенности водохозяйственных инфраструктуры стран региона, мы выступаем за продолжение принятия современных мер и реализацию соответствующих проектов в сфере ирригации, энергетики и инфраструктуры, направленных на эффективное использование водных и земельных ресурсов, обеспечение дешевой и экологически чистой электроэнергией, а также на адаптацию к изменению климата. Мы все заинтересованы в том, чтобы экономика 21 века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Мы вместе должны думать о том, как вывести ее на устойчивую траекторию решения задач. В связи с чем считаю важным и дальше совместно продвигать инициативу развития зеленой экономики, продвигать реализацию масштабных и перспективных проектов. Уважаемые коллеги, сегодня на рассмотрение Совета глав государств в широком формате будут представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества. Страны Содружества имеют множество точек соприкосновения в области культуры и многогранное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, обогащают и дают новые направления в духовном развитии и создают объективную основу для развития и укрепления дружественных, взаимовыгодных отношений в интересах государств. 2023 год в СНГ был объявлен годом русского языка. Несомненно, русский язык останется языком общения наших стран, я в этом уверен. Хотел бы в этой связи отметить, что наш выдающийся земляк, писатель Чингиз Айтматов, внес свой вклад через произведения, многие из которых были им написаны на русском языке. Признателен за то, что 95-летие великого писателя отметят во всем Содружестве. Одним из важных направлений нашего сотрудничества считаю сферу цифровизации. Полагаю, что основой нашего взаимодействия и прорывом в данной сфере должна стать реализация совместных проектов по организации информационного взаимодействия между различными государственными органами наших стран без направления бумажных запросов и длительного времени ожидания при получении тех или иных государственных услуг, тем более, что у нас имеются все предпосылки для реализации подобных проектов. Прошу вас поддержать инициированный кыргызской стороной проект заявления в сфере цифровых технологий. Уважаемые коллеги, мы смотрим с оптимизмом в будущее нашей организации. В этой связи хочу пожелать успехов новому председателю, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уверен, что председательство российской стороны, имеющий богатый опыт интеграционного взаимодействия, будет результативным и внесет свой достойный вклад в дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества в рамках СНГ. В свою очередь, Кыргызская республика готова продолжить активную работу в качестве сопредседателя в Содружестве независимых государств. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Садыр Нургажоевич. Спасибо большое за возможность подробнее рассказать о приоритетах российского председательства в СНГ в следующем году.
Подчеркну, Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках Содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства. Прежде всего, это касается решения ключевых задач, направленных на повышение благосостояния и качества жизни граждан наших государств. Нами подготовлена концепция председательства, а также развернутый план мероприятий в экономической, правоохранительной, культурно-гуманитарной и некоторых других областях. Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сферах цифровизации. Мы сегодня много говорили, и наш председатель сегодня говорил об этом отдельно. Энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций. Предложили бы вместе подумать над тем, как более эффективно обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ, в частности, укрепить контакты содружества с Евразес в экономической сфере и с ОДКБ и ШОС в области безопасности. С учетом того, что Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, которая расширилась и в рамках которого в настоящее время вырабатываются критерии и принципы сотрудничества за государственными партнерами, будем проводить линию на укрепление взаимодействия государств-членов СНГ с этим объединением. И в целом, Россия, конечно же, будет и далее прилагать все усилия для развития контактов содружества с дружественными государствами и международными организациями. В этой связи также приветствуем принимаемое сегодня решение об учреждении в СНГ статуса наблюдателя и партнеров. В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам на укрепление внешних границ Содружества. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности. Естественно, придаем большое значение работе с партнерами по тематике расширения культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта. Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. В ходе председательства рассчитываем придать дополнительный импульс деятельности Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В том числе мы заинтересованы в активизации сотрудничества законодателей наших стран для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур. Отмечу, что насыщенная программа председательства России в Содружестве включает в общей сложности порядка 150 самых разнообразных мероприятий. Главным из них, разумеется, станет очередной саммит СНГ, который мы намечаем провести 8 октября 2024 года в Москве. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех вас принять в нем участие. Подчеркну, что мы будем действовать в тесной координации с нынешним председателем Киргизией и будущим в 2025 году Таджикистаном. Будем стремиться обеспечить преемственность в реализации инициатив, выдвинутых в период киргизского председательства. И, конечно же, мы настроены взаимодействовать со всеми партнерами по СНГ, как в двухстороннем плане, так и в контексте нашего председательства. В заключение хотел бы еще раз поблагодарить председателя Совета глав государств, президента Киргизии и всех киргизских коллег, именно всех, потому что все работали очень активно за гостеприимство. Уверен, что результаты проделанной киргизским председательством работы, принимаемые на саммите решения и документы будут способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между нашими странами и процветанию народов Содружества. Еще раз большое спасибо.